Эфир телеканала продолжим новостями к этому часу и коротко о главных темах. В городе Алекминске запустили новую водоочистную станцию. Между тем, район готовится к безопасному пропуску паводковых вод. Ассоциацию пчеловодов создали в Амгинском районе. Теперь они смогут участвовать в грантах и получать помощь от администрации. IT-проекты, робототехника, авиамоделирование и летающие дроны. Итоги технологического фестиваля «Сайды Фест» подвели в Хангаласском районе. Власти предпринимают меры по обеспечению Якутска субсидированными рейсами. Вопрос о восстановлении прав на них жителей столицы в центральные города России по маршруту Якутск-Москва и Якутск-Санкт-Петербург на контроле правительства страны и республики. В ходе прямого эфира глава Якутии Айсен Николаев отметил, что это должно произойти уже в марте месяце. Вопрос поднят на уровне руководства правительства страны. Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев полностью поддерживает Якутию в этом вопросе. В городе Алекминске запустили новую водоочистную станцию. Отныне чистой питьевой водой будут охвачены более 2/3 жителей города. Это 7,5 тысяч человек. Прежняя водозаборная станция была построена еще в 1984 году и находилась в аварийном состоянии. На деньги, выделенные из федерального бюджета, по национальному проекту на объекте произвели капитальный ремонт, построили 3 новые цистерны и установили современное водоочистное оборудование. Во время запуска объекта водоснабжения по видеосвязи глава республики Айсен Николаев сказал, что обеспечение чистой питьевой водой населения не должно ограничиться несколькими населенными пунктами. Так, к 2024 году чистой питьевой водой должны быть охвачены 78% жителей республики. Сейчас этот показатель составляет около 50%. Алекминск – это тот город, который участвует и будет вводить второй этап. Здесь мы благодарим тех подрядчиков, которые работали при реконструкции данной станции, наше государственное унитарное предприятие ЖКХ Республики. И сегодня, в этом году, мы можем сказать, что 1 марта будем после реконструкции в рамках благополучия населения Вилюйской группы улусов, это уже региональная программа, будем открывать станцию в селе Верхневилюйск. И далее по чистой воде, по федеральной программе, также смело ожидаем открытия водоочистной станции в городе Покровске. Первоочередная же задача города на эти дни – это подготовка к безопасному пропуску талых вод. Учитывая количество снега, работы предстоит много. Наш корреспондент Елена Фаст с подробностями. Менее 2 недель осталось до начала марта. Какой будет погода, предсказать сложно, но что объемы снега превышают прошлые годы, однозначно. На первом совещании по подготовке к безопасному пропуску талых вод обозначили главные пункты и наиболее проблемные места. Осенью мы хорошо почистили все канавы в городе, там перебрали мостики переездные, самые проблемные. Сегодня на совещании была поставлена задача до 20 марта вычистить канавы от снега, от снежных образований, от наледей. И в дальнейшем уже будем смотреть по обстановке. Где-то придется мостик вскрыть, где-то мешки с песком выложить, и чтобы не допускать больших разливов. Чем большее количество снега будет вывезено из города, тем суше будет территория. Касается это не только общественных мест и улиц, но и жителей. Составлен график очистки канав, первоочередные участки должны быть подготовлены полностью. Буквально, наверное, через неделю мы начинаем обходы по городу совместно с депутатами городского совета. Мы будем смотреть, как люди чистят свои дворы, как у нас почищены канавы, замусорены ли канавы. Будем смотреть, актировать и искать виновных. В ближайшее время должна начать работу круглосуточная диспетчерская служба. Большая потребность появилась, чтобы расширить полномочия даже диспетчерской службы. И помимо того, что автобусы, это у нас идет вопрос в части сигналов поступления по то, что сейчас весна, это выпуск весеннее половодье. Также вопросы в части поступления сигналов по отлову собак, по городскому освещению. И по тем работам, которые сейчас город нам, как организация, будет передавать, мы также будем выполнять этот. Сейчас есть на сегодняшний день большая потребность, чтобы люди знали, куда звонить. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.
В рамках мероприятий, посвященных 78-й годовщине сражения якутских солдат на озере Ильмень, внучка якутского бойца спустя годы поисках впервые посетила братское захоронение, где покоится ее дед, красноармеец Никифор Петрович Дьяконов. Он родился в 1907 году в Мегино-Кангаласском районе. В 1941 был призван на фронт, служил в 399-м стрелковом полку в Новгородском направлении. В 1942-м он погиб, и лишь спустя 79 лет родственники смогли найти его могилу. Захоронен в братской могиле мой дед, по матери родной дед, Дьяконов Никифор Петрович. Он был призван в 1941 в июле 29-го и погиб за взятие деревни Приютино 13 марта 1942 года. Я воочию сама прямо сегодня нашла его имя вот на плите и, конечно, возложила цветы, датушки. Наши земляки также почтили память воинов-якутян 3-й, 19-й и 40-й отдельных лыжных бригад 12-го гвардейского полка. Молодыми и отважными они погибли в феврале 1943 года на озере Ильмень во время марш-броска в ходе наступательной операции. В память о подвиге якутских лыжников на берегу священного Ильменя высится гранитный обелиск в виде якутской урасы. Здесь прошел и торжественно-траурный митинг. В этот день делегация также посетила другие места боевой славы. К другим новостям. Ассоциацию пчеловодов создали в Амгинском районе. Регистрация некоммерческой организации объединит единомышленников для общей работы, обучения и популяризации пчеловодства. Также это даст им возможность участвовать в грантах, обучаться и защищать свои права. Пчеловодство в Амгинском районе за последние несколько лет сильно развивается. С каждым годом желающих заниматься этим становится больше, почти в каждом населенном пункте. Дело поддерживает администрация и управление сельского хозяйства Амгинского района. С их стороны будет возмещена часть затрат на приобретение пчелосемей. В Амгинском улусе 15 человек занимается пчеловодством, и в данное время еще учатся примерно около 20 человек. Нас поддерживает администрация Амгинского улуса. Возможно, у нас будет субсидировать перевозку пчел нам или покупку наших пчел. Но пчелы у нас разные, дальневосточная, среднерусская. Мы в этом году на зимовку оставили некоторые, у некоторых получилась зимовка, у некоторых не очень, но развивается у нас пчеловодство, только начинается. В агролаборатории Хатасской школы появляются первые ростки рассады. Вовсю созревают плоды помидоров, цветут тюльпаны. В учебном заведении второй год обучают детей профессии сити-фермерства. Школьники проводят научные исследования, опыты. Так называемая гидропонная установка для круглогодичного выращивания зелени и овощей в домашних условиях является одним из их проектов. За короткое время дети успели освоить новшества и получить хорошие результаты. Так, методом микроклонального размножения посадили рассаду помидоров в специальных агробоксах. И уже в середине января попробовали свежий сорт. Сейчас хатасские дети сажают рассаду перцев и разные сорта цветов. С приходом весны мы уже начали сажать свои рассады. Это мы посадили уже более 6 тысяч петуний и где-то 2500 перцев посадили сладкого. В ближайшее время готовимся к марту месяца. Мы будем уже сажать огурцы и томаты. Нынче в этом году мы построили своими силами разводочную теплицу на 80 квадратов. И планируем там уже как рассадник его использовать. И также часть мы будем продавать населению. 2 студента из Якутии вышли в полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего». Он входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Конкурсные испытания пройдут в течение 3 дней с 24 по 26 февраля. Проект проводится при поддержке Министерства просвещения России. Наш регион представляют студенты Северо-Восточного федерального университета. Отмечается, что победители получат возможность пройти образовательные стажировки во всероссийских детских центрах «Артек», «Океан», «Орленок», «Смена», а также в образовательном центре «Сириус». Это отличная возможность проявить себя, проверить себя, узнать что-то очень интересно испытать себя. Да. Было
дистанционное тестирование, оно было очень интересно. И сейчас мы будем также обмениваться опытом, познакомимся с новыми людьми и будущими коллегами. Итоги второго технологического фестиваля «Сайды Фест» среди школьников подвели в Хангаласском районе. Он включает в себя соревнования по IT-проектам, робототехнике, авиамоделированию и летающим дронам. Виолетта Засимова продолжит. Фестиваль «Сайды Фест» длился 3 дня. В первые 2 дня участники соревновались по направлениям IT-проекты и робототехника. Соревнования прошли на базе Покровской средней школы номер 3 в очно-заочном формате, что позволило поучаствовать учащимся не только Хангаласского улуса, но и других районов республики. К соревнованиям онлайн подключились школьники Горного, Вилюйского, Алданского, Мирнинского и Кобяйского улусов. Соревнования по авиамоделированию и летающим дронам прошли чуть позже в очном формате на базе Улаханской средней школы. В первую половину дня соревновались юные моделисты. Они представляли на суд жюри самодельные модели планеров, самолетов и вертолетов. Затем началось соревнование по летающим дронам или дрон-рейсингу. Дрон-рейсинг – это гонка дронов или квадрокоптеров. Участники соревнуются в умении управлять дронами, преодолевая полосу препятствий за определенное время. Они должны преодолеть вот эти все препятствия и набрать 200 баллов всего. И если он полетел за 2 минуты, у него от 200 баллов отнимается 120, тогда получается у него 80 баллов. В гонке дронов приняли участие учащиеся Актемского научно-образовательного центра, 2-й Мальжигарской и Улаханской средних школ. Этот дрон специализирован на соревнованиях, на гонке. И снаружи его нельзя запускать, потому что он очень легкий и из-за сильного порыва ветра он колеблется. А как называется? Трикомнатный. Суперавиатор. В итоге полосу препятствий безошибочно преодолел за 37 секунд и занял 1-е место Радислав Евлев, учащийся Актемского научно-образовательного центра. Ненамного по времени отстал и занял 2-е место Стас Громов из 2-й Мальжигарской средней школы. 3-е место у Ильи Гурьева, тоже из 2-й Мальжигарской школы. Всего в технологическом фестивале «Сайды Фест» приняли участие 145 школьников. В следующем году организаторы фестиваля «Центр дополнительного образования детей Улуса» хотят охватить еще больше районов республики. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.